Воды в Нуреке достаточно. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как всплыла ложь Барки Тачик. Подписывайтесь на наше обновление и будете в курсе всех последних событий. В настоящее время объем воды в Нурекском водохранилище находится на максимальной отметке и имеются все возможности обеспечить стабильное производство электроэнергии в стране. Об этом убедились местные корреспонденты, побывав на плотине гидроузла в составе делегации журналистов, которые освещали визит Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррелля. Сотрудник ГЭС рассказал о том, что уровень воды в Нурекском водохранилище находится на максимальной отметке, а это полностью соответствует показателям аналогичного периода 2020 года. Уточняется, что приток воды в реке Вахш и объемы запаса водохранилища полностью гарантируют стабильную выработку электроэнергии, как для обеспечения внутренних потребностей, так и для ее экспорта в небольших объемах. По словам сотрудников ГЭС, нынешнее ограничение подачи электроэнергии в сельской местности никоим образом не связано с запасом воды в Нурекском водохранилище. Также журналисты посетили машинный зал гидроэлектростанции, где установлены 9 гидроагрегатов, 8 из которых имеют мощность 335 мегаватт и 1 320 мегаватт. В настоящее время 6 агрегатов находятся в действии и вырабатывают электроэнергию. Один из них находится в процессе ремонта, 2 остаются в запасе. В настоящее время закончена первая фаза модернизации и полностью отремонтированы 3 агрегата. Во второй фазе, которая продолжается в эти дни, предусмотрен капитальный ремонт остальных 6 гидроагрегатов, восстановление Нурекского проезжего моста, ремонт здания ГЭС и других ключевых сооружений. Общий срок реализации проекта по реабилитации составит 10 лет. Ожидается, что проектная мощность Нурекской ГЭС после ее полной реабилитации увеличится с 3000 мегаватт до 3300 мегаватт. А как вы относитесь к такой ситуации? По сути, проблем у нас нет. И Нурекскую ГЭС непонятно зачем еще раз обновляют. Но тем не менее, все факторы говорят о том, что в стране может быть нормальная подача электроэнергии, но это никто не делает. Кто ворует электричество, как вы думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Несмотря на то, что сегодня в стране производится достаточно электроэнергии, мы призываем население бережно расходовать свет, призывает компания Барки Тачик, которая так и не смогла объяснить населению основную причину ограничения подачи электроэнергии. Энергохолдинг отрицает введение лимита, а ограничение, которое продолжается 7 октября в регионах республики, связывает с проведением ремонтных работ. Специалисты отмечают, что в зимнее время нагрузка на Нурекскую ГЭС увеличивается почти на 50%. Если летом ГЭС обеспечивает 55% потребностей Таджикистана, то в зимний период 75%. Специалисты Нурекской ГЭС отмечают, что провели подготовительные ремонтные работы для действующих средних и основных гидроагрегатов и вспомогательного оборудования для нормальной и эффективной работы в осенне-зимний период 2020-2021 годов. По их словам, ГЭС может полностью обеспечить электроэнергией население страны зимой. Но в эти дни продолжаются жалобы населения из разных регионов Таджикистана на перебои с электроэнергией. Свет в некоторых регионах подается с 5 утра до 8 утра, а вечером с 18:00 до 22 часов. Да и этот график соблюдается не везде. Многие связывают нехватку электроэнергии с растущим ее экспортом. По данным агентства по статистике при президенте, с января по сентябрь текущего года Таджикистан экспортировал электроэнергию на почти $90 миллионов, что на 36 миллионов больше, чем в 2020 году. Таким образом, можно сказать, что правительство просто хочет заработать, а страдают от этого люди. Вы согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!